Долгих 40 лет реликвии ингушского народа, 6 барельефных камней древнего храма Тхабай-Орды находились в Целавском музее Грузии. Они были вывезены в 1970 году для изучения грузинскими специалистами. И вот, спустя 4 десятка лет ингушскому храму вернули его собственность. Благодаря неравнодушным людям, можно сказать, это благодаря президенту фонда Кавказа и вице-президенту, эти камни были переданы музею-заповеднику. И вот сейчас в течение месяца они будут экспонироваться в нашем музее, Ингушском государственном музее краеведения. Все камни Тхабай-Орды – письменное послание древних зодчих предков ингушского народа. Своды, барельефы, колонны, стены, дверные проемы и другие каменные поверхности храма, как молчаливые свидетели, которые несут свою историю, а говорят за них изображения, узоры и надписи на них. Камни сами по себе уникальные источники информации, они могут рассказать о многом. Так, например, вот этот камень, со слов ученых, относится к раннему палеолиту. На нем отпечаталась ракушка, которая миллионы лет назад была живым организмом. А также нужно отметить, помимо того, что музеем экспонируются барельефные камни Тхабай-Орды, Государственный музей представляет и другую выставку с благозвучным названием «Каменная летопись Ингушетии», куда входят также окаменелые остатки вымерших животных и экспонаты, относящиеся к древнейшим временам. Здесь представлены каменные экспонаты очень с древних времен, которые датируются еще миллионами лет до нашей эры. Это фрагмент окаменелой ракушки или фрагмент окаменелого бивня. Далее здесь у нас представлены фрагменты зернотерок различных форм и различных периодов. Марина Зортова, Рустам Чевкиев, Ахмед Гадабошев, Вести Ингушетия.